Со второй попытки парламент Кыргызстана все-таки проголосовал за участие в якобы миротворческих силах ОДКБ в Казахстане и направил туда 150 бойцов элитной 25-й бригады специального назначения «Скорпион» Министерства обороны. Что интересно, офицеры этой бригады в обязательном порядке проходят подготовку в Рязанском училище ВДВ. В итоге сейчас в Казахстан направлены и российские каратели, и киргизские, и армянские, и таджикские. Путин хочет замарать не только свои руки, но и сделать соучастниками преступления других, рассчитывая на то, что и ответственность будет перераспределена, и никто не будет говорить, что именно он расстреливает казахов и не дает обрушиться назарбаевскому режиму. Прибывающие десанты – это войска для ведения войны с вооруженными силами, и экипированы они автоматами и тяжелым вооружением. Щитов и дубинок у них нет. Это значит, что они приехали не разгонять, а убивать. Для этого Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Собственно, весь спектакль с неизвестными террористами и был создан для того, чтобы полностью отбросить любые правила и нормы. Теперь военные и полиция могут открывать огонь по любому скоплению граждан, прикрываясь подозрениями в том, что это могут быть террористы. Убивайте всех, на том свете их рассортируют. Приказ стрелять по всем без предупреждения превращает фейковую контртеррористическую операцию в карательную зачистку всего. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман в своем твиттере написал: «Кто стреляет без предупреждения в демонстрантов, чтобы убивать, тот покинул круг цивилизованных государств». Токаев заявил, что на территории Казахстана сейчас действует аж 20 тысяч террористов. Странное событие. Еще пару дней назад на улицы страны выходило протестовать против повышения цен несколько десятков тысяч человек. А теперь, судя по заявлениям властей, вместо них появилось практически такое же количество представителей бандформирований. Никаких 20 тысяч террористов в Казахстане, конечно, нет. Это крайне примитивная ложь, которой Токаев просто прикрывает провал своего режима. Ведь террористы ведут себя принципиально иначе. Они действуют четко, целенаправленно, скоординированно. Даже 500 боевиков хватило бы для захвата половины Алматы. Террористы, заходя в город, уже имеют списки всех чиновников и высокопоставленных силовиков с адресами и фотографиями. И через 2 часа после захвата города все они иллюстрируются самым простым методом. Повешенные талибами на столбах чиновники Афганистана не дадут соврать. Да что там Талибан и ИГИЛ, у нас самих было нападение на Нальчик силами всего 200 боевиков. Они что, бросились по торговым центрам и банкам? Нет, они действовали строго по плану, отделы внутренних дел, ФСБ, органы власти. А те, кто выносит телевизоры из торговых центров, это просто мародеры, часто организованные самими властями для дискредитации протеста, с примкнувшими к ними меньшинством маргиналов. В свою очередь, казахстанские повстанцы сжигали офисы осточертевшей им власть узурпирующей антинародной назарбаевской партии Нур-Отан, филиалы которой разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкарагане и других городах. Погромы в Казахстане показывают уровень накопившегося отчаяния, злости и ненависти народа к клану престарелого узурпатора. Казахстанцы, возможно, даже и не против были бы, если бы Назарбаев со своим кланом свалил из страны, даже со всем своим ранее награбленным, лишь бы свалил. Но семья диктатора с ним во главе сопротивляется. Нет, они своим родом хотят править вечно, хотят вечно купаться в роскоши Казахстана за счет населения. Если бы на Казахстан на самом деле напали бы сейчас 20 тысяч террористов, то Токаев бы не успел даже послание к нации озвучить, как его бы вытаскивали из кабинета. Для понимания, 20 тысяч бойцов – это вся армия ИГИЛ на лето 2014 года, с которой новоявленный халифат завоевал половину Сирии и Ирака. Да и на 20 тысяч террористов 3500 миротворцев не посылают.
Но заявить о том, что в стране народные протесты перерастают в погромы, Токаев не может. Во-первых, тем самым он расписывается в своей полной несостоятельности и подтверждает, что армия и полиция на самом деле с народом. А во-вторых, нет повода для приглашения иностранных оккупантов. Именно поэтому он просто лжет и приказывает убивать свой народ иностранным государствам. Да, конечно, найдут десяток иностранцев, выбьют им зубы, и они что угодно признают, хоть терроризм, хоть шпионаж в пользу вьетнамской разведки. В крупном городе всегда есть иностранцы, но ложь от этого правдой все равно не станет. 4000 террористов уже якобы поймали, но ни одного фото пойманного бородатого ваххабита нам не показали. Я сам нигде на фотографиях или на видеокадрах не увидел ни лозунгов, ни зеленых или черных знамен с арабскими буквами, ни единой соответствующей бороды, которая не влезет ни в какую маску, ни единого намека на влияние исламистов и в списке требований Народного комитета. А ведь исламские радикалы без имени Аллаха и выкриков о его величии даже шаг не делают. Настоящие террористы, любители взрывания различных бомб с детонаторами, они не жалеют себя и делают самоподрывы. Ничего этого в Казахстане не было. Да и поймать 4000 террористов за один день – это полный абсурд. Такие люди, нападая на страну, в плен не сдаются, тем более так быстро и так массово. Террористы всегда выдвигают требования, однако требование только одно – сменяемость власти. Террористы не борются за права и улучшение жизни другого народа в другой стране. Опять же, чисто технически невозможно скрытно подготовить 20 тысяч боевиков, равно как и перебросить их через границу в города. В общем, это какой-нибудь далекой Эфиопии они могут рассказывать сказки про террористов в стране. Но мы-то с вами понимаем, что происходит. Тем более это понимают сами казахстанцы, которые уже никогда не простят клан Назарбаева, Токаева и Путина. Казахстанцы, как украинцы, по сути, смогли бы скинуть режим и обратить в бегство Назарбаева. Януковичу, кроме Беркута, никто не помогал, по крайней мере масштабно и официально. В Казахстане же силовики, наоборот, сами переходили на сторону народа. И если бы не Путин, то Казахстан уже сейчас, сегодня был бы совершенно другой, свободной страной. Теперь казахи будут заслуженно ненавидеть Путина еще больше, чем украинцы. Но если бы они в самом начале его ненавидели и шли бы не только с антиназарбаевскими, но и с антипутинскими лозунгами, то Путин побоялся бы ввести войска для поддержки режима, как в свое время побоялся сделать это в Украине за Януковича, так как понимал всю абсурдность нахождения русских миротворцев в Киеве, Львове и других городах, против которых уж точно велась бы партизанская война всего населения. Солидарны с действиями Путина и депутаты от его партии «Единая Россия». Так едераст Олег Матвейчев выразил свои тайные желания, написав в своем фейсбуке следующее. Все владельцы салонов сотовой связи в Алма-Ате, писавшие в фейсбуке «Когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет», должны страдать. Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи. Написал депутат путинской партии «Единая Россия». Нет, его не посадят за призывы к терроризму и экстремизму и даже не исключат из партии. Для власть узурпирующих законы и тюрьмы не для них, а для нас. Экстремисты – это мы, а террористы – это казахи. И, между прочим, Матвейчев – победитель конкурса «Лидеры России. Политика» и член предвыборного штаба Путина. Токаев в своем обращении заявил, что в Казахстане орудуют как местные, так и иностранные террористы. Возможно, он на самом деле говорил правду и имел в виду местных наемных охранников режима из различных спецслужб, не перешедших на сторону народа, и преступников, приехавших из авторитарных стран, участниц круговой поруки диктаторов ОДКБ. Других бандитов, кроме немногочисленных мародеров, в Казахстане сейчас нет. Это они захватили землю и готовы убивать население, которое хочет жить в свободной стране. Отмечу комментарий зрителя, который написал:
Разговаривал с таджиками примерно год назад. Спрашиваю, а чё вы на родине не работаете, к нам претесь? Говорят, у нас вообще конкретное рабство, ничего не заработаешь, будешь работать, а долгов будет еще больше. Если бы не полк российских миротворцев, давно бы сами снесли этого рабовладельца и зажили нормально. Вот так Путин во главе ОДКБ с другими престарелыми обнуленными дедами лишает будущее целые народы. Повстанцам сейчас оставили два пути – или продолжать отстаивать независимость страны, или быть пойманным и пожизненно сесть, как все эти 4000 якобы террористов, которым сейчас грозит пожизненное заключение. Поэтому повстанцы выбирают первое, так как, судя по сообщениям, стрельба не прекращается. Для населения Казахстана теперь террористы – это войска ОДКБ, незаконно оккупировавшие их страну по приказу Путина для удержания клана Назарбаева наверху и подавления всех, кто против. Новостей из Казахстана сейчас не так много, так как до сих пор часто глушат интернет, информации мало, и это не случайно. Потому что информация такого рода взрывоопасна, она вирусна, она способна перекинуться из Казахстана на другие авторитарные соседние страны и устроить свою арабскую весну. Поэтому ее глушат и в самом Казахстане, и тем более в России. А новости федеральной пропаганды вообще слушать не стоит, факты извратят так, как это удобно режимам двух стран. Для примера, государственные СМИ сейчас публикуют статьи о том, что в Гор-Акимате сообщают, что якобы неравнодушные астанчане выразили готовность помогать правоохранительным органам в это сложное время в поддержании и обеспечении мира и правопорядка в стране и вступают в ряды дружинников на стороне органов власти. По своей сути, это очередной вброс, чтобы разделить протестующих. Да, не всем нравится режим ЧП, все хотят мира. Но все понимают, что нормальной жизни в случае остановки протеста у казахов уже не будет. Достаточно понять всю фейковость новости из того факта, что самой многочисленной группой добровольцев оказались спортсмены. Вспомните протест Екатеринбурга за сквер вместо храма. Периметр тоже охраняли титушки, нанятые из бойцовских клубов. Или вот еще, как сообщают местные СМИ, протестующие в Жанаозене, городе, где начался весь протест, якобы заявили, что будут продолжать мирные протесты до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Токаева, не уйдут в отставку. Люди якобы заявили, что Токаев грамотный человек, пусть остается, во власти нужны грамотные люди, но остальные, чиновники правительства и депутаты парламента, пусть уходят. Пока они не уйдут, останемся здесь, цитирует одного из выступавших на площади. Это или провокатор, или очередной вброс. Казахстанцы не тупые, чтобы понимать, что мирное стояние на площади не поможет. Могут хоть год простоять, как хабаровчане. И никто не хочет, чтобы Токаев оставался на посту президента. Во-первых, он неграмотный. Все это время за ниточки им дергал Назарбаев. Да и как может народ хотеть оставить себе палача, который приказал их же убивать и сдал родину оккупационным войскам? Это не последние вбросы властей и пропаганды, которые будут призваны помочь утихомирить и разделить народ, который будет проще добивать. Главное, чтобы люди сами не велись на такие новости и верили в себя. Сейчас против казахов будет дополнительно вестись информационная война. Не зря же в страну прилетели пропагандисты Лукашенко. Нас будут заверять, что протест сдулся, что его подавляют, а то, что там на самом деле происходит из-за выключенного интернета, мы с вами будем узнавать только по крупицам. Открыть огонь на поражение по своему народу – такое было при Николае II. Что стало с его многовековым кланом, все знают. Участь Назарбаева будет такой же.